Друзья, всем привет! Сегодня мы с Жалсаном хотим обсудить такую животрепещущую тему, которая, к сожалению, есть в нашем бурят-монгольском обществе. Такая тема, как трайбализм. Я хочу сегодня с Жалсаном об этом поговорить, узнать об этом и, конечно же, сообщить вам, нашим зрителям. Жалсан, откуда вообще вот эта тема с трайбализмом появилась? Она была всегда или это какая-то искусственная вещь? Как ты считаешь? Ну, в первую очередь скажу, что это характерно для абсолютно любого народа, который, в частности, народа кочевого типа, который, или же полукочевого. То есть такое наблюдается у казахов, у башкир, у татар. В общем, тувинцев, у монголов в какой степени тоже наблюдается. И у нас также, естественно. Это не искусственно создано, это, так сказать, остатки родоплеменного строя, которые достаточно долгое время являлись основой и центром нашего общества. То есть это такая тема в прошлом нормальная. А сейчас для современного мира, для нашего общества, как ты считаешь, эта тема нормальная вообще или это какой-то пережиток прошлого? Как к этому относиться вообще? С моей позиции это является неким атовизмом, что ли, прошлого. То есть уже то, что не требуется в действительности для здорового общества, полноценно здорового общества, для развивающегося общества. Если мы хотим дальше двигаться, мы должны отложить назад все остальные понятия, там, притязаний на что-либо, кто главнее, чей сильнее и тому подобное. Мы должны сформировать себя уже как единое политическое такое гражданское общество, в первую очередь. Я говорю не только о жителях бурятской национальности, да, Республики Бурятия, а также и об остальных представителях, даже о других нациях, проживающих на нашей территории. То есть, но в первую очередь, да, нам нужно как-то, возможно, это мы должны понимать то, что я сам гол, он Булагат и так далее, но это не должно идти там третьестепенным уже, или если даже еще, если уж не ниже. А мы должны в первую очередь воспринимать как житель Бурятии. Это, я думаю, такая должна быть основа основ. Те, кто хотят знать свою родословную, хорошо, пожалуйста, изучайте. У нас архивы все есть. Есть такие люди, которые прям ходят туда, изучают, смотрят и передают это из поколения в поколение. Но, еще раз повторюсь, это не должно быть такой вот наше вот всем и все. Только вот на все на это опереться и все, да? Да, на трайбализм да, потому что есть у нас может быть, у нас в принципе на самом деле он стирается в большей степени, но я думаю по каким-то определенным людям не стоит судить то, как мыслит полностью общество. Такие люди есть все еще, непосредственно, конечно. И сейчас он, конечно, имеет значение не как вот я сам Гол, а ты такой, да? Или я там Хори, а ты такой там, да? Он уже приобретает немного иную функцию, как немного иную форму, именно аймачный, он же районный трайбализм. То есть он из Бургузина, оттуда. Если мы будем говорить о нем, на самом деле это более-менее естественная форма пробивания общества в какой степени, потому что даже если мы возьмем не кочевые культуры, возьмем Италию, например, да? Или же... Ну, Москва, Питер, допустим, тоже у них есть какой-то трайбализм. Можно я сейчас завершу эту мысль? Допустим, в Италии так вот есть север страны, очень сильно разделен западной стороной. Это с чем связано? С тем, что у них, насколько я помню, север более индустриальный, а юг страны он более такой аграрного типа. И в целом у них очень долгое историческое соперничество было на тему, вот, кто главнее. И, в принципе, до сих пор такое у них наблюдается. Шутки про друг друга все еще имеются. Или возьмем Германию, да? Германия – это вот страна, которая была просто куча германоязычных народов, очень близких к немецкому языку. У них достаточно большое количество диалектов. Но все они объединены именно в Deutschland, Германии. Именно определенным диалектом, на котором говорило большинство. И все. Но у них также имеется вот, он там с Вюртемберга, он там, скорее всего, такой, и типа такого. Вот у них это, естественно, или возьмем даже Америку.
тоже есть определенный стереотип по поводу жителей запада страны, по поводу востока и уж тем более юга страны. Там, кто не знал там шутки про Техас. Естественно, ну, то, что такие деревенского типа люди и тому подобное. Это норма на человека, когда вот человек с определенной территории, навязан некий такой ярлык на него. Если так посмотреть по сугубо человеческой позиции, мы привыкли друг к другу в газашинха, то есть я такой, а ты такой вот, да. Но это не должно, опять-таки, мешать дальнейшему развитию общества. Это может быть на каких-то вот самых низовых уровнях, но ни в коем случае не на государственном уровне, который, допустим, или же на каком-то культурном уровне тем более. Потому что у нас последний период времени, кажется, наблюдается попытка рассоединить нас. Это вот радио на разных диалектах. Я, конечно же, да, не хочу критиковать его, потому что все-таки то, что они делают, это хороший такой ресурс, я считаю. Люди там могут говорить, там, это иная площадка для разговора на бурятском языке, это очень хорошо. Или же возьмем мы, меня больше всего возмущает именно позиция Санки, то, что все должны говорить чуть ли не на своих родовых диалектах, и выпускают газету, они, насколько знаю, не только Хылым, то есть диалекты, и стараются писать ее, и даже словари шаргалжинских, там, сангольских, бурят и тому подобное. Возможно, это нужно с какой-то вот для научной точки зрения, но это не должно как-то прямо становиться манией. Но это очень большой, на самом деле, какой-то стимул для развития трайбализма, потому что я видел это в проявлении, когда это очень агрессивно навязывается, что мы лучше вас, вот такая вещь. И я даже не знаю, как людям отвечать по этому поводу, потому что это какой-то такой национализм, фашизм уже получается. То есть это просто форма трайбализма. Это, конечно, не фашизм, не национализм, нет. Но это было похоже на это. То есть какое-то восхищение именно своими. Ну да, на самом деле это... Поэтому я еще раз повторюсь, что такая риторика вообще даже ни слова не должно исходить от каких-либо деятелей религии, от деятелей культуры и тем более государственных деятелей. Это должно быть табу некое. Просто на самом деле мы до того, как у нас опять эта фикс появилась идея, потому что я же там сангол в первую очередь, потом я бурят, а я же там хоринец, потом я бурят. Пока вот это вот опять не началось, извне навязываться, мы вполне себе спокойно шли, развивались. Дальше объединялись, мы дальше урбанизировались в городе, то что, без разницы. Происходил такой котел. Потом просто у нас он еще не до конца завершен, но он у нас продолжается так в том или ином случае. А как вообще, к чему может привести трайбализм в будущем, как ты считаешь? Тому, что мы не состоимся как нация полноценная. То есть мы вот так... Именно я говорю как политическая, как гражданская нация. Естественно, буряты как нация уже существуют. Это спасибо нашим предкам, что все-таки они в то время постарались, чтобы создать нам субъектность, выбить нам республику. Но если мы так дальше будем топтаться на одном месте понятиями 19 и даже средних веков, то, извините, я думаю, ничего хорошего из этого не выйдет. Так и будем на одном месте находиться. И доказывать друг другу, кто круче, да? Да. То есть... Правильно я понимаю, что от трайбализма нам надо постепенно, а лучше очень быстро отойти и какую-то такую одну объединяющую идею, да, для всех? Да, и в принципе на самом деле идея есть в какой-то степени, это наша республика и язык. Потому что кто бы что ни говорил, современный бурятский язык литературный, он основан не на хоринском языке, он является смесью ряда диалектов. Там есть и сангольские слова, там есть и бургузинские, и часть взята из Западной Бурятии, она же Иркутская область. То есть он на самом деле это микс, да, литературный язык? Это не микс, только у хории диалект? Конечно, да. Потому что все вот любят делать претензию звук г там, да? То, что он навязан и тому подобное. В Иркутской области он есть, в Тунке, Оке, в Закаменске, в Баргузине. Только в Кясинском районе, в какой-то деревне в Селенгинском районе и в Джуде данного звука нет, ввиду того, что они прибыли чуть позже на территорию Республики Бурятия.
Ну, даже на территории Бурятии этнической. Все. То есть, как бы, но я думаю, то, что мы должны просто принять, это то, что мы все уже буряты, а потом мы уже такие. Допустим, возьмем пример вот, политику Монголии в этом отношении. Здесь, как мы знаем, проживают буряты, айраты, захчины, харчины и многие другие монгольские народы. Ну, все монголы. Все монголы. И в чем еще? И язык. Один диалект. Один, основной, да, часть основной используется, который и никаких проблем нет. Является массовым. Допустим, на самом деле, я бы не сказал, что никаких проблем нет, потому что, допустим, есть называют бурятский не хиджин, не бурят хидж, а бурят айджу, или бурят айджак, что-то я подзабыл. И, допустим, диалект, да? Да, диалект получается. И здесь некоторые буряты есть, которые очень сильно топят из местных бурят. И они говорят то, что нам нужно выбить для школы по изучению бурятского языка. Это не делается. Максимум то, что имеется здесь у бурят монгольских, это телевидение свое и радио, насколько я знаю. И телевидение даже свое есть? Ну, иногда получается, пишется. Там монгол МДСЛ, там бурят, типа такого пишется. То есть монгольские новости на бурятском диалекте. Я таки пару выпусков смотрел, так, там разговаривают. И все. В принципе, интересно. У меня даже одна знакомая там есть, она там как раз таки телеведущий является. Очень таком утонченном языке разговаривает, я бы сказал. И вот, допустим, наши буряты из Бурятии могут этот язык понять, бурятский, который да, здесь? Спокойно. Спокойно. Я потом покажу. Так вот, говоря об этом, ну, просто видите, здесь вот все приняли то, что как есть, мы все, в первую очередь, монголы. Да, ну это же нормально, круто. Это нормальное явление, в какой степени. Да. Это то, к чему стремился, так сказать, монгольские народы в период средних веков. То есть в постчингисхановское время, опять-таки, все распались, начали вражду между собой. И там перетягиваем канат, так называемый. То есть сила в объединении, да? Сила объединения в большей степени, думаю. И у нас должно то же самое произойти. То есть мы все буряты, в первую очередь. Потом такие-то. Ну, понятно. И когда у нас это будет уже поставлено как наше естественное состояние, тогда у нас будет и дальнейшее продвижение как политических, так и каких-либо иных путях. Ладно, друзья, выкидывайте из головы вот эту вот идею с тройболизмом. Ни к чему хорошему это не приведет, только к разрозненности. Наоборот, надо объединяться. Да, так же? Да, естественно. Потому что разрозненный народ, он мало что может противопоставить. Ну, современным вызовам, да, так скажем. Вызовом, да. И вообще, в принципе, развития-то и не будет. То есть я, допустим, там торгую, но я не буду там тем продавать, да, этим. Ну, это же бред вообще. Это твое дело. Ну, я такой пример привел, может, не совсем удачный. Ладно, друзья, если вам интересен контент, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. БРТ. Дахил за БРТ.